Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем авторском канале Сергей Тихий. Я рад вас каждый день видеть. Проявляете активность, очень вам признателен. Меня часто спрашивают в комментариях, чем я занимаюсь в свободное время от YouTube. Очень разным и многим занимаюсь. От готовки еды, приготовления пищи до разных моментов. Многие считают, что YouTube канал это очень просто и легко. Я разочарую вас, это не так просто и легко. С одной стороны, как кажется, это вам надо придумать тему, отснять материал, вложиться в свои мысли и время. А время отнимает очень много. Вот. Бывает, что пишут и негативные комментарии, бывают и позитивные комментарии, но под последним роликом 8 марта было очень много положительных комментариев. Даже бывает, что перезаливают мои видеоролики. И обращение к тем людям, кто берет видео, хотя бы оставляйте ссылки на автора. Вам это ничего не составит, а мне это составляет очень большой промежуток времени, чтобы снять, озвучить. Очень много времени у меня занял этот видеоматериал. Всем спасибо за понимание. Я признателен вам, что вы остаетесь со мной. Для многих покажется это неординарно и что-то удивительно, но для меня это всего лишь обычная повседневная практика готовить. С одной стороны, в этом ничего сложного, но благодаря Виктории вы увидите этот материал. Она настояла, чтобы отснять и показать вам, как я готовлю кушать. К этому я отношусь очень прохладно, ничего в этом особенного не вижу. Предсказывая ваши комментарии, зачем, что ты делаешь, что ты туда добавляешь, я скажу, это обычное столовое вино. Вы спросите, зачем ты его туда добавляешь? Я отвечу на ваш комментарий. Вино придает утонченный такой изысканный вкус блюду. А вы напишите, как же алкоголь в вине содержащийся. Я вам скажу, что он выпаривается по законам физики. И остается вкус винограда. Действительно, попробуйте, очень вкусно. Насколько я удивляюсь, что у меня подписчики настолько наблюдательные, заметили, что я очень сильно поправился. Как написали, пожирнел. Да, это действительно так. Я быстро очень набираю вес и моментально его также сбрасываю. На заводе не знают, что ты готовишь. На заводе знают, что я умею готовить. Откуда на заводе знаешь, что ты умеешь готовить? Я сам для себя приносил постоянно еду. А. Сейчас мы вместе с вами сделаем торт, очень вкусный. Начинка для этого торта банан и сметана, печенье. Очень такой простой, делается за пару минут. Особенно когда постоит в холодильнике сутки, он полностью пропитывается. И действительно очень-очень вкусный. Улыбнись. Оператор! Оператор, ты что делаешь? Нафиг это в интернет выложили. Увлекшись процессом, Виктория себе заляпала сметаной телефон. Мы делаем два разных тортика, но по одинаковой технологии. Она делает из пряников, а я с печеньем. Вот это вот случай, когда вы хотите быстренько сделать на скорую руку. Я уж 3 дня ничего не вылаживал. Потому что ты лентяй. Да. Потому что нету, нет. Нет, это же хороший ролик. Вот сейчас твои увидят, мама увидит, как ты готовишь. Мама знает, что я готовлю. Укладываю печеньки в форму и заливаю их сметаной. Мне почему-то вспомнился мой
кирпичный завод, как я укладывал кирпичи на поддон, все эти схемы, душные и пыльные помещения. Сразу вспомнились рабочим о огнеупора. Всем привет, я вас всех помню. Мастеру Антону тоже отдельный привет. Не А за следующий кусочек видео я прошу у зрителей прощения, что сижу перед вами без футболки. Я не знал, что меня снимают, снимали меня спонтанно. Здесь я чиню ребенку автомобиль. Спасибо за понимание. Починив игрушку ребенку, мы переключились на ремонт освещения в фойе, в прихожей. Кто как называет, тому как удобно. По-якутски я не знаю, как будет фойе или прихожая. Если кто-то знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Вот. Ну, в принципе, ремонт освещения это несложная вещь. Справится даже девушка с пассатижами. У меня есть такие даже знакомые, что чинят даже автомобили. Я просто был в шоке. Весь видеоматериал, представленный в ролике, был снят спонтанно в разные дни, в разное время. Видеооператором была Виктория. Извиняюсь за качество картинки. Если что вдруг не так, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был блогер Сергей Тихий.